Ассаляму алейкум, Сабина Ханум. 2021 год многие ждали в надежде на облегчение, и оно в первую очередь связано с пандемией коронавируса, которая началась в прошлом году. Но 2021 год настал, конечно же, облегчение так в одночасье волшебным образом все не изменится. Как сейчас обстоят дела в Крыму? Вот вы, как врач, который работает, так сказать, на передовой, что можете сказать? Может, что-то изменилось спустя почти год? Алейкум ассалям. Я в ковидном госпитале работаю с апреля 2020 года. И я хочу сказать, в принципе, не изменилось, но в лучшую сторону, к сожалению. Да? По статистике у нас заболеваемость только растет. И Крым является одним из тех регионов, который вышел на одно из ведущих мест. Да? Сказать, что с появлением... В принципе, вот если мы наблюдаем, да, открытие госпиталей, вот даже по Симферополю брать, да, железнодорожную больницу, там госпиталь ветеранов, да, сейчас там полевой госпиталь открыли какой-то на 100 мест, больницу Семашко начали, да, то есть это бывшая больница Семашко, которая на Киевской, она какую-то часть взяла на себя пациентов. По моей больнице количество пациентов не уменьшилось. Ну, во-первых, почему? Потому что 7-я больница на себя берет самых тяжелых, да, пациентов. То есть к нам свозят практически со всего Крыма. Это с большим уровнем поражения. Количество пациентов у нас растет, к сожалению, да. И мы, конечно, очень надеялись на этот 2021 год. Там все кричали, что, может, полегче там будет. Ничего подобного. То есть мы ждем опять-таки повышение уровня заболеваемости после вот очередных каникул, после новогодних праздников и так далее. То есть просто был период отдыха в клиниках, лабораториях, количество тестов уменьшилось, да? Выявляемость тоже уменьшилась. Поэтому и по официальным данным, которые нам дают, в принципе, да, они в разы будут меньше, чем на самом деле. Как врачи работают в этих госпиталях? То есть раньше они работали вахтовым методом? Да, мы начинали с вахтового метода. То есть я захожу в госпиталь, мы на 2-3 недели. Да? То есть у нас было 10-12 дежурств. Между дежурствами дежурство по 12 часов. Между дежурствами сутки отдых. Проживали мы не дома, а проживали мы в отеле. То есть нам государство, да, выделяло отель, чтобы мы там находились. На данный момент, учитывая, что медиков катастрофически не хватает, то есть у нас и массовые увольнения, и массовая заболеваемость была за этот период, мы начали работать уже не вахтовым методом, то есть сутки через трое. Ну и живем мы уже дома, к сожалению, да. Но это как-то увеличивает риск заболевания ваших родных, ну, к сожалению, да. Угу. Ну и нас, и родных. То есть если раньше выходила, я знаю, что я 2 недели буду дома спокойно, да, не переживая за свою семью. То есть после каждого дежурства, конечно, я иду домой, боясь за своих родных. В первую очередь за родителей. То есть открытие вот этих новых ковидных госпиталей, оно не сильно улучшило ситуацию? Абсолютно. Или это просто тяжело именно в Крыму? Количество госпиталей, в принципе, равноценно тому количеству пациентов, да, и то они не успевают. У нас же основная масса лечится дома. Мы не успеваем обслужить то количество населения, которое болеет. В госпитали поступают с большим уровнем поражения, начиная от 25-30 и выше. То есть 5, 10, 15. Мы даже не рассматриваем этот вариант госпитализации. То есть они будут наблюдаться либо в поликлиниках, в амбулаторных условиях, да, под контролем терапевта или семейного врача, либо вообще уже самостоятельно. Тот порекомендовал, тот еще посоветовал что-то. Вот так люди лечатся. Вот о тех, кто лечится дома, то есть часть это те, которые по рекомендации врачей лечатся дома, и часть это те, кто вообще просто прочитали рекомендации в интернете, позвонили знакомому врачу. Что можете сказать по этому поводу? Может, есть какие-то советы людям вообще, как поступать в ситуации, если они
у себя обнаружили? В любом случае, мой совет консультироваться с врачом. А у нас основной источник, да, для населения – это интернет. То есть зашел в интернет, почитал, порой даже звонят и говорят: Сабина Равильевна, у меня ковид. Я говорю: что случилось? Он рассказывает жалобы. Я говорю: у вас это есть? Нет. А это есть? Нет. Может, мне КТ сделать? Да, то есть не успел он заболеть, не успела у него температура повыситься до 37,2 и 3, то есть он бежит на КТ. Смысл этого всего. А кто-то звонит, он самостоятельно начал принимать антибиотики. Кто-то там начитался о противовирусных препаратах, да. Да, есть основные источники, что мы в первую очередь должны делать, да. То есть если человек определил у себя повышение температуры, то есть не надо кидаться в панику, да. Пусть изолируются в первую очередь, да. Пусть дома будут определенная группа противовирусных препаратов. Мы в основном назначаем орбидол, он идет по стандартам лечения. Более серьезные препараты даже не буду называть, оно ни к чему просто населению. Второе – это обязательно разжижающие кровь препараты, да, антикоагулянты, потому что ковид, вирус, вызывает системный тромбоз в организме. Поэтому тромбоз инситу, то есть он проник и начинается сгущение крови по всему организму. Это не говорит, что у нас будет только пневмония на фоне ковида, которую мы лечим. Да, основная масса страдает этим, но поверьте, хватает на фоне ковида инсультов, инфарктов, тромбозов, тромбоэмболии, осложнений, то есть их масса. Поэтому ковид, он всегда разный, поэтому сказать, вот есть определенные стандарты лечения, к сожалению, их нет. Да, поэтому если вы видите, что вы не выходите из ситуации в течение 4-5 дней, пожалуйста, позвоните врачу, семейному врачу, и дальше будете с ним в телефонном хотя бы режиме, да, общаться. Чтобы о вас знал, извините, сотрудник вашей поликлиники, чтобы к вам пришли, вы взяли у вас анализы ПЦР, да, вы сдали тесты. Хоть понимать, с чем мы работаем. Вот. Угу. Те, кто лечится дома, вот, насколько я знаю, в многих странах, в Турции, например, если люди обратились к врачу, они приняли решение лечиться дома, им присылают пакет лекарств, назначение, схему лечения. У нас такого нет, как я понимаю. У нас такого нет, к сожалению. Угу. У нас вообще по Крыму большой дефицит медикаментов. Поверьте. И до сих пор? И до сих пор. Угу. Был период где-то 1,5 месяца назад. У нас вообще страшная ситуация была. То есть мы, банальные азитромицины, сумамеды не могли найти в аптеках. Мы не могли банальный цефтриаксон найти в аптеках. Люди начинали, понимаете, есть рациональная антибактериальная терапия. И вообще начинать с первого же дня принимать антибиотики – это большая ошибка населения. Это не бактериальная пневмония, это вирусная пневмония. Она вообще протекает по-другому. Антибиотик, он снижает иммунитет, то есть мы снижаем реактивность нашего организма работать с вирусом. И когда вот эта паника началась, да, то есть все побежали закупать лекарства, антибиотики, вот просто они пачками их закупали, гормоны закупали, антикоагулянты закупали. Мы порой просто пошел черный рынок препаратов, да. То есть вы сейчас найдете дексаметазон? Да не найдете. Он валялся у нас просто на этих полках. А сейчас, извините, он продается в 3-4 раза дороже, чем ранее он был. И то не в аптеке вы его возьмете, а где-то на руках. У нас, в принципе, в больнице, слава богу, есть все, есть. Не скажу, что много, но, слава богу, мы пока обходимся. Угу. То есть больные, которые попали в больницу, они обеспечены нужными лекарствами? Необходимыми лекарствами.
Ну, то есть есть препарат, допустим, метилпреднизолон. Ранее он у нас был, сейчас его, к сожалению, нет. Мы его замещаем преднизолоном либо дексаметазоном. Вот. Мы не имеем права назначать какие-либо препараты родственникам, чтобы они их завозили или приносили. То есть мы обходимся своими. О седьмой городской больнице ходят разные и отзывы, и рассказы. Может быть, потому что одна из первых она стала принимать только коронавирусных заболевших. Что вы можете сказать по этому поводу, как человек, который там работает? Многие даже говорят, что вот именно старику, заразившемуся коронавирусом, попасть в ковидный госпиталь – это равноценно смерти. Так ли это на самом деле? Почему, с чем связаны эти слухи? Ну, вообще не согласна, опять-таки, я в самом начале озвучила, что к нам в седьмую больницу поступают с большим уровнем поражения. То есть был момент, мы брали только с 50% поражения. Нам некуда ложить. У нас 3 этажа реанимации. 3 этажа. 3 этажа полные, чтобы вы понимали. На кислороде, на нивле, на ИВЛах. Поэтому, естественно, молодой организм будет воспринимать вирус по-своему. Возрастной человек с хроническими заболеваниями будет воспринимать вирус совсем по-другому. Есть группы риска: сахарные диабеты, ожирение, гипертонические болезни, постинсультные состояния, постинфарктные состояния. Поэтому сказать, что равносильно это смерть, нет, это неправда. У нас очень много возрастных людей, которые выходили из ситуации. А бывали, они поступали 30%. И что бы ты ни делал, 1 антибиотик, 2 антибиотик, гормоны. И поверьте, этот вирус, вот если он пришел, его еще будут изучать и изучать, то за 3-4 дня порой с 30% он доходит до 90%. И чтобы есть молодая группа, то есть у нас есть мужчины, именно молодые мужчины, то есть смотришь, это гиперактивный, иммунитет, вот он активно воспринял данный вирус. Есть понятие цитокинового шторма. То есть свой же организм, он начинает бороться против своего же организма. Потому что ковид – это вирус, который вызывает аутоиммунные реакции в организме. Он настраивает свой организм против себя. Поэтому очень жалко наших возрастных людей, честно, очень жалко. Был момент, когда это было? В октябре. Вот у меня в отделении лежали все татары, крымские татары. Поверьте, лежали возрастные, наши старики, бабушки, дедушки, И вот спускаешься в реанимацию, вот слезы накатываются, реально накатываются. Почему? Потому что он не может. А порой он говорит: я устал. Я говорю: нельзя, нужно бороться. Все, вот когда у него у самого опускаются руки, смотришь, он просто уходит. Я сама наблюдаю, слежу, что пишут о седьмой больнице. Есть определенные правила, ковидных госпиталей. Это не только седьмая. Это ЖД-больница, это госпиталь ветеранов. Просто все почему-то акцентируют на нашей больнице. Есть правила, родственников не пропускают. Но опять-таки ввиду того, что данный вирус заразен, если кто-то несерьезно к нему относился изначально, поверьте, сейчас, когда его семья вся переболела и кто-то из них потерял родного в этой ситуации, поверили еще как. Если раньше маски не носили, сейчас по 4 маски одевают. Да, бывают моменты, но ввиду того, что действительно загружено. Поверьте, если на врача, по документам должно приходиться 20 человек, то на сегодняшний день в моем отделении лежит 37 человек на одного врача. Будут как благодарные пациенты, у меня их много. Также будут и те, которые, понятное дело, ввиду определенных обстоятельств, и может так оно и есть, не все бывает идеальным, будут и негативные отзывы. Все мы готовы, все мы знаем. Обидно. Но, поверьте, у меня санитарки заходят в зону, она выходит, мы вот так выживаем костюмы свои.
Мы работаем в клеенке. Врачам особенно тяжело, вот вы сами рассказываете. Что можете вообще об этом сказать? Потому что многие врачи говорят, ну, которые работают именно в ковидных госпиталях, что это как два параллельных мира. Там просто чуть ли не война, а здесь люди ходят по торговым центрам, гуляют и живут прежней жизнью, как будто ничего нет. Когда моя первая вахта, я заступила, и действительно такая была определенная, у меня, насколько я жизнерадостная, вообще меня знают жизнерадостным человеком, у меня была определенная депрессия. То есть ты дом, работа, ты никого не видишь, все в масках. Мы одевали костюмы, ну, то есть мы вообще, в принципе, мы примером были, как одевались костюмы, как мы обрабатывались, как мы полностью все щели закрывали скотчем. То есть вот когда все это начиналось, да, и закончилась вахта, я в определенном депресснике выхожу, все, я еду домой. Люди веселятся, без масок, ходят, гуляют, там, на ходят море, в гости, свадьбы активные. Хотя вот у меня вот очень много примеров из моих знакомых, когда с одной свадьбы только у нас в стационаре оказалось человек 20-30 с ковидом. Это была страшная статистика, и таких свадеб была масса. Поэтому были действительно две параллели. Люди, которые радовались и, в принципе, не замечали этот ковид. Ну, мне говорили, ну что ковид? Ну, вирус. Ну, переболеем и переболеем. Да он не совсем обычный вирус. Не каждый вирус запускает, как я повторюсь, аутоиммунный цикл реакции в организме. Нет у нас таких вирусов. Да, и поэтому, наверное, на данный момент уже, в принципе, я заходила в магазины, то есть идешь спокойно гуляешь, да, тот чихнет, тот кашлянет, я отпрыгивалась. Я родителей всегда контролировала. Я тоже несерьезно относилась к этому. Даже будучи врачом? Ну, поначалу. А потом, когда у нас все пошло по накатанной и растет, и круг друзей, знакомых вокруг меня, он все сужался все ближе ко мне. И когда ты оказываешься там, и ты видишь смертность, у нас большая смертность, да, и Замхалхамас действительно среди нашего населения, когда вот это ты все видишь, тогда вот здесь затаился такой страх. У меня даже родители начали ругать. Я в любой вирусной инфекции видела ковид. В любой. Он только чихнет. Я говорю, температуры нет, обоняние есть, то есть. Поэтому, ну, мне кажется, все вот через это проходят. И, в принципе, вот сейчас вот таких параллелей, да, что здесь мы радуемся и так далее, а здесь мы все-таки боимся, мне кажется, мы сравнялись. Мы все уже боимся. Все. Угу. Вы уже упомянули, что вот среди заболевших в Крыму очень большой процент именно крымских татар. С чем это может быть связано, по-вашему? То есть свадьбы, вот вы сказали, но сейчас их все равно как-то поменьше. Уже свадьбы, по-моему, никто не делает. Да, холодно, да. Ну вот, я считаю, что свадьбы – наше гостеприимство. Все равно мы ходим друг к другу в гости. И не могу агитировать, не ходите вообще никуда. Да? Но если человек заведомо знает, что он болеет, мне кажется, ему стоит остаться дома. Если у него, извините, там насморк какой-то банальный, он говорит, да это просто простуда, но останься ты дома, в конце концов. Вот. Ну, всякие там мероприятия, торжества, абсолютно мы не соблюдаем меры профилактики и изоляции. То есть, к сожалению, это связано с тем, что это и, понимаете, он заболел, куда ему деваться? Он позвонил, ему сказали, мы не можем прийти в поликлинику. Он самостоятельно едет в клинику, сдает тест,
потом дальше едет на КТ, стоит, ждет КТ. И поверьте, вот этот круговорот вируса, инфекции, он продолжается. Просто, может, сейчас бросается в глаза, да, что наше население, ну, именно крымско-татарское население. Я вам скажу, это было где-то 1,5-2 месяца назад. Вот пик свадеб был. Пик свадеб был. Сейчас нету такого. Все равно намного меньше. Может быть, многие уже поверили. со Конечно. временем. Плюс, я считаю, что школы и сады, ну, все мы об этом говорим, да, ну, я не знаю, ввиду чего, как бы не закрывают, да, есть, может, свои моменты, но обмен информацией между детьми, то есть ребенок всегда переболеет легче, намного легче, чем возрастной человек. Он забрал, он принес свою семью. А возрастной человек, он получил, и идет развитие болезни. Вот и все. Дети тоже болеют, но процент пневмонии у них, конечно, намного меньше. У них в основном тоже идут группы риска, дети с сахарным диабетом, да, там, с какими-то аутоиммунными заболеваниями, ревматологическими заболеваниями. Вот. Но, к счастью, их мало. К счастью. Есть ли какие-то меры, может быть, профилактики? Можно как-то подготовить организм вообще к этому заболеванию? Что разные советы от имбиря, который стоил 5000 за килограмм, промывание содой. Да. Промывание содой. Ну, разные источники мы читаем, да. Кто-то говорит полоскание горла и орошение носа йодовым раствором, слабеньким йодовым раствором, конечно, процент вирусной нагрузки в разы снижает. Потом витамин С, витамин D, да, это биостимуляторы. Опять-таки, как бы одна из мер профилактики, да. Противовирусные постоянно глотать, ну, я, честно, не сторонник. Потому что я все-таки сторонник того, что наш организм должен самостоятельно работать с этим вирусом. Вот. А если он уже все-таки инфицирован, тогда мы будем ему помогать. Вот. Меры профилактики, ношение масок. Да, кто-то говорит, все это бред. Но вы одели маску, я одела маску. То есть титр данного вируса, да, в плане инфицирования значительно ниже будет. То есть вы меньше дадите вируса, а я меньше его заберу. Да? Там, если мы пришли откуда-то, ладно, вот перчатки здорово, да, там. Хотя, в принципе, по разным источникам уже доказуемо, что контактного путя передачи нет. Если да, он плюнет на ручку двери, и я в этот момент возьму, возможно, я буду инфицирована. А если, извините, он там походил и так далее, и я после него, понятное дело, я не заражусь. Но в любом случае меры гигиены мы должны соблюдать, да. Пришли откуда-то, ну помойте вы эти руки с мылом, да. Спирт и мыло инактивируют вирус. Вот. Ну, в принципе, это основные требования. Интересно еще, что есть люди, которые такие перестраховщики, никому не ходили в гости за это время, сидели дома, умудрились заразиться. Есть врачи, которые работают в госпитале, и они так за все это время не болели. Да, есть. Вы сами не болели? Ну, у меня вообще очень интересная история. Я считаю, что я все-таки переболела. Просто я не дошла до лаборатории, не сделала иммуноглобулин G. Я переболела, в принципе, в легкой степени. У меня отсутствовало обоняние. У меня была страшная головная боль, ее не передать, честно вам. Я никогда не забуду, как я заболела. Вот я сидела на приеме, и вот знаешь, слабость. Такая слабость. Мне нужно принимать пациентов, а я не могу. Мне хочется пойти на кушетку лечь. Честно. Я пришла домой, я выпила 3 таблетки нурофена, и хоть бы хны. У меня была такая головная боль, я уснуть не могла. И
была такая определенная депрессия, плаксивость, мне ничего не хотелось, у меня был страх внутри. Я переболела, но в легкой степени. Есть врачи, которые не болели, да, но это опять-таки зависит от уровня иммунитета, да, от как мы там защищались и так далее. Но в моем окружении практически не болевших врачей не осталось. Мы практически все переболели. Ну, спустя уже почти год, видимо. Да. Расскажите о реабилитации, после, так скажем, выздоровления. Выздоровевшим считается человек, у которого отрицательный тест пришел, верно? В отношении ковида, да, в отношении пневмонии нет. Потому что пневмония за 10 дней не лечится. Она будет еще в течение где-то 2 месяцев, как минимум, да, восстанавливаться будет человек. И мы даем ему рекомендации, понятное дело. Мы смотрим по данным КТ. То есть человек, который заходит в стационар, мы делаем ему КТ, да, и по выходу, да, из стационара мы делаем контрольное КТ и смотрим динамику заболевания. Порой мы даже делаем в процессе лечения. Все зависит от того, по анализам, по состоянию пациента, по сатурации и так далее. Мы отпускаем пациента в стадии разрешения. Если у пациента 80-90% поражения, поверьте, там идет еще и активный фиброз легких. Да? И, естественно, такие пациенты требуют реабилитации в домашних условиях, там, в условиях санаторно-курортного, да, там, или санаторно-курортного лечения. Все зависит от процента поражения. Мы рекомендуем ингаляторы для профилактики фиброза. Мы рекомендуем порой гормоны, если был большой процент поражения. Да. Мы рекомендуем разжижающие кровь препараты, как минимум на месяц. Опять-таки, они сдают анализы в динамике, то, чтобы мы посмотрели. Где-то через 1,5 месяца после, да, выписки, опять-таки мы делаем контрольное КТ. И поверьте, человек, перенесший ковид, он еще полгода вспоминает о нем. То там где-то уколола, то гипертония пошла, да, гипертонические кризы. У кого-то сахар начал повышаться. Было у нас немало случаев, повторюсь, то есть его привезли с пневмонией, у него потом инсульты. То есть это уже постинсультные состояния, да, мы восстанавливаем инфаркт миокарда, да, то есть далее он идет в кардиологические центры, да, там нейрососудистые центры или реабилитационные центры. То есть это все индивидуально, конечно. Многие жалуются на проблемы со зрением. Да, это тоже есть. Психологические даже проблемы, насколько я слышу, бывают. Это токсическое действие вируса, и поверьте, все пациенты с ковидом, они в депрессии. Вот я даже про себя сказала. Это действительно ощущение страха, депрессивное, плаксивое состояние. Это на самом деле так. Вирус токсически влияет на нашу центральную нервную систему. И порой даже таким пациентам требуются консультации психологов. Кто знает, если у него там была, извините, в анамнезе шизофрения, тогда и психиатров, и обострять шизофрению в том числе. И такое тоже было. У нас к психологам такое отношение предвзятое у многих. Да, у нас, к сожалению, эта служба не так развита. К сожалению. Насколько безопасен человек с антителами? У нас некоторые считают, что если они переболели, они уже могут спокойно контактировать. Через какое время они могут возвращаться к привычной жизни, не бояться заразить? В плане инфицирования, да, и заразности данного пациента для населения иммуноглобулины ни о чем не говорят. То есть мы должны сдать ПЦР, мазок, нос, глотка. То есть я отдаю вирус. Да? Иммуноглобулин М говорит об острой фазе, да, заболевания. Иммуноглобулин М начинает формироваться где-то 5-8 сутки. Да?
Иммуноглобулин G – это уже говорит о перенесшем, да, заболевании. Поэтому, когда человек бежит на 4-5 день делать иммуноглобулины, смысл этого всего. Там не то, что G не покажет, там M может не показать. И далее мы смотрим в плане M титр, да, иммуноглобулина М. Если он очень высокий, то это говорит все-таки об острой фазе. Если он уменьшается и при этом растет G, то это говорит о том, что мы идем в фазу выздоровления, но с формированием иммунитета. Да? Вот. А ПЦР, то есть мне говорят, как знать, я заразен или нет? Идите на 14-й день, сделайте ПЦР-мазок, который вам скажет, вы заразны или нет. Вы можете выходить или нет. То есть мы берем максимальный инкубационный период и где-то средний период заболевания ковида, да, где-то 14-15 день. А есть ли риск повторно заразиться? У меня были такие пациенты, во всяком случае, говорят, вот у меня весной я болела, и повторно она приходит ко мне, у нее отсутствует обоняние, допустим, слабость, да, здесь может быть. Но сказать, что вот в моей практике их было много, я не встречала. Вот. Могут почему? Потому что иммунитет нестойкий. То есть его хватает где-то на 3-4 месяца. Потом мы, к сожалению, можем повторно заболеть. Это не пожизненный иммунитет. Это не пожизненный иммунитет. И мы очень надеемся просто, что сформируется определенная иммунная прослойка. Вот когда у нас определенная иммунная прослойка населения сформируется, тогда вот ты не можешь заболеть, у тебя иммунитет есть, у меня, тогда мы можем вирус остановить. А если, к сожалению, мы не успеем создать эту иммунную прослойку, тогда пока еще идет течение данного заболевания очень активно. В связи с этим вопрос, который вызывает вообще много споров не только в теме коронавируса, а в общем, это вакцина. Такой сложный вопрос. Да, он сложный. Компрометирующий просто задать такой вопрос врачу. Еще на целую программу, да? Тем более сейчас уже есть и российская вакцина, но к ней разные отношения у людей. Что вы как врач вообще можете сказать? Для меня вакцина вообще, да, я не то, что там противник вакцин, но я считаю, что есть необходимые вакцины, да, есть у нас там и проверенные вакцины, есть заболевания, которые вызывают инвалидизацию организма, и от таких инфекций мы обязаны все-таки детей прививать. Это мое сугубо мнение. И чтобы у нас была определенная прослойка, о которой мы говорили. Что у нас получилось вот где-то 3-4 года назад? У нас пошла эпидемия кори, полиомиелита, потому что у нас были дети, которые были не вакцинированы. Да? В плане ковида я считаю, что данная вакцина, прежде чем пустить ее в массовость, да, в массы народа, то есть она должна пройти определенное исследование. Да? То есть берется определенная контрольная группа исследовательская. Вообще, я считаю, что это как минимум 300-400 тысяч человек. Тогда мы сделаем какой-то вывод о вакцине. Исследуется как минимум в течение года-полтора. Если мы берем более серьезные фармкомпании, страны и так далее. Я очень аккуратно отношусь к вакцине, честно. Это сугубо мое мнение. И, честно, я не планирую вакцинироваться. А врачей разве не будут принудительно вакцинировать? Не то, что принудительно, в первую очередь. В первую очередь. Почему? Нам предлагали вакцинироваться. Кто-то из моих коллег согласился, я отказалась. То есть это все-таки добровольно? Пока, слава богу, да. Надеюсь, уже началось вакцинирование. То есть. Да, началось. Началось именно с нашей больницы, кстати. И в первопроходцы во всем, видимо. Да. Если заболеют, то заболеют врачи. А обычное население пока еще не вакцинирует? Нет. Того количества вакцин не поступило еще в Крым. То есть вы бы советовали не спешить с этим?
Я вообще не имею права такое советовать. Но я не тороплюсь, не спешу. Возможно, вы посоветуете что-то людям, жителям Крыма вообще связано с коронавирусом, как к нему относиться, как к нему готовиться? Ну, жителям Крыма я в первую очередь пожелаю здоровья. Я только, наверное, посоветую, чтобы мы все не паниковали в этой ситуации, в какая бы сложная ситуация, обстановка ни была на сегодняшний день, не паниковать. И, слава богу, мы это видим уже по нашим кабинетам компьютерной томографии. Слава богу. Не надо бежать в первый день. Как в начале нашего диалога мы сказали, да, не успел ты заболеть, не успела повыситься температура, бежать на кота не надо. Ведите правильный образ жизни, кушайте побольше свежих витаминов, да. Витамин С, Д, да, это актуально, и мы постоянно акцентируем внимание на этих витаминах, энергетики, да, нашего организма. Вовремя обращайтесь за консультацией к врачу. Не занимайтесь самолечением. Это не тот вирус, когда мы должны заниматься, а там мне посоветовали или порекомендовали. Это не тот вариант будет. К сожалению, вот это наша самая такая ошибка, которая приводит, к сожалению, к тяжелым пневмониям. Там, где мы можем вылечить пациента с уровнем 10-15%. К сожалению, из-за неправильного ведения и лечения данного пациента он поступает к нам уже с процентом 70-80% поражения. И поверьте, с этим процентом, к сожалению, нам тяжело бороться. Поэтому у нас и очень высокая смертность. Вот и все. Çok sağ olun. Пожелаем действительно всем здоровья, и вам в первую очередь, и всем остальным, и терпения, наверное, всем врачам. Sizге de çok sağ olunuz.